Добрый вечер, это радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим радиослушателям, которые только к нам присоединились, что нас можно слушать на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Также можно смотреть наши трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы и комментировать наш эфир. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы начинаем, переходим к обсуждению главной темы сегодняшнего вечера. В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону слушается по существу так называемое второе бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир. На скамье подсудимых 8 крымских татар. Это Марлен Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев, Мемед Белялов, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. 4 из них являются активистами и гражданскими журналистами, в том числе упомянутый уже мною Сервер Мустафаев, который до ареста координировал объединение «Крымская солидарность», которое уже может быть известно нашим радиослушателям, но оказывает помощь крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 6 подсудимых крымских татар из этого дела были арестованы в октябре 2017 года. Еще 2, Сервер Мустафаев, которого уже упомянул, и Эдем Смаилов, арестовали через полгода, в мае 2018. Все это время они находятся в заключении. Сначала в следственном изоляторе Симферополя, позже они были доставлены в СИЗО Ростова-на-Дону для рассмотрения дела по существу. Все фигуранты этого дела обвиняются в участии в организации Хизбут-Тахрир, которая в 2003 году решением Верховного суда России была признана террористической, ее деятельность была запрещена. 3 обвиняемых Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов и Мемед Белялов, по версии ФСБ, были организаторами бахчисарайской ячейки Хизбут-Тахрир. Позже, помимо основного обвинения по статье 205.5 Уголовного кодекса России, участие в террористической организации, следствие предъявило всем фигурантам, 8 фигурантам этого дела, дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти в России. Кроме того, Сейрану Салиеву, которого я также уже упоминал, вменили еще одну статью о пропаганде терроризма. И таким образом Салиев, по словам его адвоката, стал, цитирую, рекордсменом по предъявленным обвинениям среди крымских татар за последнее время. Судебный процесс по этому делу начался 15 ноября и длится уже 5-й месяц подряд. По состоянию на сегодня, 10 марта, прошло 27 судебных заседаний. Это, к слову, 6-й по счету судебный процесс по так называемому делу Хизбут-Тахрир, который слушается в Южном окружном военном суде. Параллельно в этом же суде в январе этого года начался судебный процесс по аналогичному красногвардейскому делу Хизбут-Тахрир. И в общей сложности в Крыму насчитывается 9 условных дел Хизбут-Тахрир, по которым задержаны 61 человек. 2 из них, Рустем Ваитов и Нури Примов, в конце января вышли на свободу по отсиженному сроку. Это фигуранты севастопольского дела Хизбут-Тахрир, самого первого дела в Крыму. По подсчетам российского правозащитного центра «Мемориал», аннексированный Крым находится на 3-м месте по масштабам репрессий над предполагаемыми членами Хизбут-Тахрир в России. И бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир пока что самое большое по количеству обвиняемых. О том, как проходит судебный процесс, какие доказательства уже представило обвинение и как защищаются в зале суда сами крымские татары и их адвокаты, мы поговорим с адвокатом Эмилем Курбединовым. Эмиль уже с нами на связи. Эмиль, здравствуйте. Да, здравствуйте, Тарас. Говорим о деле Хизбут-Тахрир в Бахчисарайской восьмерке. На какой стадии сейчас находится судебный процесс? 27 заседаний прошло. Каков итог этих 27 заседаний и на какой стадии находится это дело? Идет судебное следствие. Мы допрашиваем только второго свидетеля обвинения. Это так называемый засекреченный свидетель. До этого мы успели допросить, если я не ошибаюсь, в 8 судебных заседаниях сотрудника ФСБ, бывшего сотрудника СБУ, оперативного сотрудника, с которого и началось это уголовное дело по материалам, то есть который готовил рапорт и, так скажем, давал старт этому делу. На сегодняшний день мы допросили в последнем заседании секретного свидетеля.
Ну вот, если говорить о допросе секретных свидетелей и допросе сотрудников ФСБ, о чем идет речь и о чем рассказывают сотрудники ФСБ и сотрудники и засекреченные свидетели, здесь я бы, наверное, разделил этот вопрос. Давайте начнем с сотрудников ФСБ, то есть о чем они говорят, и ну вот уже отмечают ли для себя какие-то политический мотив или, возможно, фальсификации, или наоборот, что бы вы отметили вот в допросе этих сотрудников ФСБ? Да, если говорить о допросе оперативных сотрудников, вот в частности мы одного допросили по этому делу, примечательно, что на вопросы и защиты из самих наших подзащитных касаемо террористической деятельности, совершения террористических актов, нарушения закона России о противодействии терроризму, здесь сотрудник ФСБ подтвердил, что, конечно же, никаких таких фактов каких-то выявлено не было. Речь сугубо идет о встречах в мечети, которые по оперативным данным якобы вот проводила там ячейка и так далее, и об этих разговорах, об этих встречах и так далее. Вот никакого, так скажем, следа терроризма здесь, конечно же, нет. И, собственно, и найдено ни у кого не было ничего похожего. Речь идет о найденной литературе, либо какой-то частной переписке, в которой обсуждается ислам и политика. Все. Вот. И сотрудники ФСБ это подтверждают. Тогда, ну, получается, а в чем тогда вот обвинение? Или вот обвинение строится сугубо вот на том решении, собственно, которое я упомянул от 2003 года, решение Верховного суда. То есть, ну, судя по вашим словам, вот, да, сотрудники ФСБ сами как бы говорят, что вот речь идет просто о разговорах в мечетях. Вот в этом и, да, в этом и нонсенс заключается. Это абсолютно, как я называю, формальное обвинение. Конечно же, ссылается на 2003 год. Раз Хизбут-Тахрир была признана террористической, вот, делается экспертиза и говорят, что эти разговоры как-то из тематики, да, Хизбут-Тахрир, из литературы Хизбут-Тахрира, значит, это участники этой группы, а значит, это террористы. И вот такое формальное абсолютно обвинение. Но здесь нужно понимать, что большинство обвиняемых по этому делу, это, конечно же, активисты, это люди с активной позицией, это религиозные деятели, это те люди, которые в своих регионах там помогали другим людям, отправляли какие-то религиозные обряды и так далее, и так далее. Это активисты Крымской солидарности, это те, кто выходил на одиночные пикеты. Вот. И эти люди ничего не совершали преступного, да, и в их действиях нету никакого ни терроризма, а статья самотеррористическая. Сроки 20 лет, 15 лет, вплоть до пожизненного. Да, Это вот абсолютно формально. мгм. Вот к вопросу о разговорах в мечети, собственно, что вменяется фигурантам конкретно этого дела, это собрание в одной из мечетей Бахчисарая. Речь идет в том числе, я так понимаю, о прослушке в этой мечети и о показаниях засекреченного свидетеля. О чем рассказывает, был ли допрошен уже этот засекреченный свидетель, или их несколько, и о чем он показал в ходе судебных процессов, судебных заседаний. Да, таких свидетелей несколько в этом деле, трое. Вот одного буквально в последнем судебном заседании мы окончили допрашивать. Это абсолютно шаблонные показания. Мы уже 5 лет сталкиваемся с этим спасательным кругом обвинений, мы их называем. Абсолютно шаблонные показания, что те, кто сидит на скамье подсудимых, признавался ему лично, что они члены Хизбут-Тахрир, что они ведут антироссийскую, антиконституционную деятельность на территории Крыма, что они раскалывают общество и так далее, и так далее. Все вот в экстремистской такой террористической стезе, да, все вот эти обвинения. Любые вопросы защиты, а их было к этому свидетелю защиты и наших подзащитных около 400, если я не ошибаюсь, 90-80% из этих вопросов были сняты судом, потому что они в той или иной мере изобличали бы ложь этого свидетеля, да, но под различными предлогами, что якобы это может раскрыть его личность, все эти вопросы снимались. А так это абсолютно шаблонные показания таких секретных свидетелей, вот, о том, что они лично знают этих лиц как членов Хизбут-Тахрир, что это была тайная встреча и так далее. В мечети говорили сугубо на религиозные темы,
это были темы общеисламские. Вот, потом эксперты по заказу ФСБ сделали экспертизу и сказали, что это на самом деле это не просто встреча в мечети мусульман, а это все-таки конспиративное собрание вот, членов террористической ячейки Бахчисарая. А Вот если такие выводы говорить о сделали эксперты. А если говорить о личностях этих засекреченных свидетелей из предыдущих уголовных дел, аналогичных по делу Хизбут Тахрир, были примеры, когда свидетели рассекречивались в зале суда. Я вот для наших слушателей просто объясню. Говорили, в том числе заявляли непосредственно в зале суда о давлении со стороны ФСБ. Можно ли говорить о каких-то особенностях в показаниях засекреченных свидетелей именно в этом деле Хизбут Тахрир? И можно ли уже, предполагает ли защита, что это за засекреченные свидетели, кто эти люди? Я не ошибусь, если скажу, что по всем уголовным делам всех засекреченных свидетелей вот, наши подзащитные узнавали, да, и называли в судебном заседании, кто скрывается в так называемой секретной комнате и дает показания с измененным голосом. Зачастую это люди, которые сами находятся в зависимости от органов Федеральной службы безопасности, которые в той или иной мере находятся на нелегальном положении в Крыму, либо какие-то агенты и так далее. То есть мы, исходя из того, что было на предыдущих заседаниях и предыдущих уголовных делах, абсолютно уверены, что эти люди в той или иной мере находятся в зависимости, да, от спецслужб и дают такие показания, будучи вот такой зависимости. Либо это чисто оперативники, агенты, да, Федеральной службы безопасности. Ни о какой правде и ни о какой правдивых свидетельских показаниях мы убедились, речи вообще не идет. Ну, вот если говорить о прогнозах, как дальше будет развиваться это дело, то есть уже допрошенные оперативные сотрудники ФСБ, допрошенные засекреченные свидетели, я так понимаю, изучаются сейчас экспертизы, на основании которых эксперты пришли к выводу, что это встречи, якобы встречи участников Хизбут Тахрир, и что будет дальше, как будет дальше развиваться этот процесс судебный. То есть, ну, ближайшие какие-то, может быть, очертания и прогнозы по этому делу. Ну, надо отметить, что мы несколько месяцев допросили только 2 свидетелей за несколько месяцев. Вот, поэтому впереди еще 2 секретных свидетеля из дюжину свидетелей других. Да, поэтому, если так будет продолжаться, то трудно прогнозировать, но я думаю, что на 3-4 месяца как минимум затянется представление стороной обвинения своих доказательств. А это, как правило, вы еще сказали, это еще оглашение экспертиз, а они по 200-300 листов, как правило. Да? То есть это не скоро, я думаю, будет окончание какого-то следствия судебного. К вопросу о ваших подзащитных, что они заявляют в суде? Потому что это такое достаточно, громкое, если можно так выразиться, уголовное дело. Я имею в виду, что на скамье подсудимых активисты, правозащитники, в том числе там Сервер Мустафаев, Марлен Асанов, Серан Салиев, о чем они заявляют в суде и как они строят свою защиту. Они постоянно заявляют, здесь вот нужно разделить на 2 категории. Первая категория действительно их позиция, они постоянно после представления тех или иных доказательств стороной обвинения, они высказывают свое мнение. Иногда суд не давал им этого сделать, но они всегда говорят о политическом преследовании, они всегда говорят о том, что они не являются террористами и что это преследование только за их деятельность, ту или иную активную деятельность вот, по помощи там, народу, политзаключенным и так далее. Вторая сторона здесь это то давление, на мой взгляд, которое оказывает суд. Вот в последнем судебном заседании мы до 9 буквально вечера находились в судебном заседании. Вот, и у них из-за плотного графика постоянных судов и вот такого вот режима у них не бывает возможности поесть даже за день, плюс еще просроченные сухпайки и так далее. И об этом они тоже говорят о своем праве на отдых, в конце концов на здоровье и на жизнь. И так было вот на последнем судебном заседании. Здесь есть вот несколько таких аспектов. Эмиль, и забегая наперед, мы в дальнейшем будем обсуждать
тему обмена, возможного, вероятного обмена между Украиной и Россией заключенными. Говорят ли, заявляют ли, надеются ли ваши подзащитные на обмен заключенными между Украиной и Россией? И может ли обмен, по вашему даже мнению, стать вот таким финалом, итогом этого судебного процесса? Мне трудно на этот счет прогнозировать. Я вот скажу, что наши подзащитные ставят обмен на последнее место. Почему? Потому что сейчас идет судебное заседание. Мы защищаемся так, как защищались на протяжении 5 лет. Вот, и ставка идет на те процессы, которые проходят в реале. Да? Вот сейчас, сегодня защита народа, убрать эти ярлыки с крымско-татарского народа и с других, да, на кого они пытаются навешать эти ярлыки. Больше упор на это. Но если обмен будет, слава богу, да, и ребята это понимают, но это не отравляет их какими-то надеждами, быть может даже пустыми надеждами, да, это где-то вот лежит, будет, слава богу. Нет, то есть мы продолжаем дальше бороться. Я хочу сказать, что в этом плане крымско-татарское сообщество, активисты, мусульмане Крыма, они не сломлены. Я с каждым годом, это я часто говорю, вижу лишь рост мирной борьбы. Я вижу, что на место Марлена Мустафаева, Сервера Мустафаева, Марлена Асанова, Сирана Салиева и других активистов приходит 5 человек вместо 3, да. Когда сажают людей, приходит еще больше, да, помогать. Сажают волонтеров, приходит еще больше волонтеров и так далее, и так далее. Вот это очень важный момент в этом плане. И если будет обмен, конечно, мы будем этому рады, вот, но никто не делает на это какую-то особую ставку, никто не делает на это какой-то особый посыл к этому, да. Вот так вот. Большое спасибо вам за то, что нашли время к нам включиться. Это был адвокат Эмиль Курбетдинов, адвокат, который в том числе один из адвокатов второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир, одного из самых, пока что на данный момент, самого большого уголовного, политически мотивированного уголовного дела, которое слушается в Южном окружном военном суде в соседней России. И украинское издание «Граты», которое, вот, собственно, специализируется на освещении судебных процессов, все это время ведет текстовую трансляцию из Южного окружного военного суда по этому делу. И с нами на связи уже журналист и главный редактор этого издания Антон Наумлюк. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Антон, вот как пришла вообще идея и почему как вы решились вести текстовый онлайн по такому достаточно объемному делу? Мы уже вот с адвокатом обсуждали о том, что длительное время, уже несколько заседаний подряд, 27 заседаний прошло, и уже вот несколько заседаний подряд слушаются и засекреченные свидетели, и оперативные сотрудники ФСБ, и все это достаточно так муторно и долго. Вот как вы решились и почему вообще возникла идея вести текстовый онлайн? Вообще, я думаю, что вы уже говорили, что есть несколько китов, на которых строятся все подобные дела в Крыму против крымских мусульман. Это прежде всего показания засекреченных свидетелей, среди которых большинство это сами же сотрудники правоохранительных органов российских. Это экспертизы, которые само же следствие ФСБ заказывает у одних и тех же постоянных экспертов. И прослушки, либо давление с подписанными признательными показаниями и так далее. И мы посчитали, что это дело на этом деле, на примере этого дела можно показать вот все эти базовые вещи для любого уголовного дела против крымских мусульман, показать все эти киты, на которых оно строится, и, соответственно, фальсификации и нарушения, которые допускают российские правоохранительные органы, если вообще убрать за скобки того, что этих дел, в принципе, не должно существовать на территории Крыма. Поэтому мы подумали, что это дело наиболее рельефно поможет нам описать ситуацию, которая происходит в судах над крымчанами. И, в общем-то, фигуранты этого дела подталкивали нас своей активностью, своими историями, своими личными историями. Все они активисты Крымской солидарности, Сервер Мустафаев, координатор Крымской солидарности. То есть это не простые люди, это не обычные крымские мусульмане, которые попали под руку ФСБ. Это люди, которые могут вполне аргументированно отстаивать
свои права в суде. Ну вот, если говорить, вот вы уже упомянули, что одна из задач этого онлайна, в том числе показать фальсификации, выявить их и рассказать о них читателям. Вы как, вот, собственно, журналист, который в связке, я так понимаю, с корреспондентом непосредственно в зале суда в Ростове-на-Дону, ведет этот текстовый онлайн, то есть каждый день, вот, когда судебные заседания назначены по графику, следите, вычитываете и внимательно следите за этим процессом. Удалось ли уже что-то о каких-то фальсификациях, можно ли уже говорить о каких-то ярких примерах, которые вот вам, скажем так, ну, не то что запомнились, но вот которые хотели бы вы отметить? Ну да, наверное, 3 таких главных истории, которые можно вынести из этих уже почти 3 десятков судебных заседаний. Самое первое, очень-очень долго допрашивали оперуполномоченного ФСБ, бывшего сотрудника СБУ Николая Артыкбаева, который организовал прослушку в собрании крымских мусульман в Бахчисарайской мечети. И, собственно, эта прослушка, ее расшифровка послужили основанием для того, чтобы привлекать к ответственности 8 крымских татар, которые сейчас находятся в заключении. Самое, пожалуй, очевидное, что следовало из его очень долгого допроса, это то, что на самом деле никаких, скажем так, правовых норм, в рамках которых он бы мог прослушивать, которыми он мог бы заинтересоваться как оперативник спецслужбы, в общем-то, не было. То есть оснований для того, чтобы установить прослушку, для того, чтобы начать фактически досудебное расследование или там досудебную проверку или доследственную проверку, их вообще-то не было. То есть непонятно, с какого вообще основания это все дело появилось. Это первое. Второе, потом довольно долго заслушивали засекреченного свидетеля. Ну, в общем-то, личность мы его уже давно определили, ее определили сами обвиняемые. Он выступал также в качестве засекреченного свидетеля обвинения еще по первой бахчисарайской группе Хизбут Тахрир, задержанных в 2016 году, давал точно... Сорвался Антон Наумлюк на самом интересном, на фальсификациях в уголовном деле, втором бахчисарайском деле Хизбут Тахрир. Говорили мы о показаниях засекреченного свидетеля, который, вот по словам Антона, который внимательно следит за этим процессом, в том числе давал показания по первому бахчисарайскому делу Хизбут Тахрир, по которому уже, кстати, вынесены приговоры, и фигуранты которого уже этапированы в колонии для отбывания наказания. А говорим мы сегодня о втором бахчисарайском деле Хизбут Тахрир, фигурантами которого являются 8 крымских татар, большинство из которых активисты Крымской солидарности. Антон, сорвались вы на самом интересном, на показаниях засекреченного свидетеля, который, вот по вашим словам, в том числе давал показания по первому бахчисарайскому делу Хизбут Тахрир. Да, собственно, сами обвиняемые узнали в нем уроженца Латвии Константина Тумаревича, который вот уже выступал и в первом бахчисарайском деле. И, собственно, тогда его тоже рассекретили, поэтому довольно смешными были попытки засекретить его сейчас и со стороны следствия, и со стороны суда, учитывая, что сами обвиняемые в суде обращаются к нему Костя, как к старому знакомому, а он делает вид, что, в общем, их не знает. Он, судя по всему, был на собраниях в мечети, и вот все обвинение строится фактически на его словах, на утверждение, что сами обвиняемые говорили между собой и ему, что состоят в Хизбут Тахрир. При этом никаких пояснений, никаких каких-то подробностей, которые смогли бы подтвердить это утверждение или опровергнуть, он не дает, он ссылается на забывчивость, и суд не позволяет этого сделать. Вот один из основных выводов после того, как его допросили, это то, что засекретить свидетеля собственно, потребовало следствие для того, чтобы сделать невозможным проверку его слов. И отсутствие каких-либо подробностей в его показаниях, оно как раз тоже преследует эту цель. И когда ты в совокупности несколько дней следишь за тем, как его допрашивают, как он пытается увильнуть от вопросов, а суд ему в этом активно помогает и потворствует, то, в общем, становится понятно, что и суд играет на стороне следствия, и что его показания, в общем-то, они настолько голословны, насколько это вообще возможно. Ну и третья история, которая всплывает в связи со всеми этими заседаниями,
Мы прослушивали и потом зачитывали расшифровку, заслушивали встречу, аудиозаписи встреч крымских мусульман, в том числе и обвиняемых в Бахчисарайской мечети, которые прослушивали сотрудники ФСБ, а потом зачитывали стенограмму этой прослушки, которую, по словам оперуполномоченного, делал вот этот самый Николай Автыкбаев, бывший сотрудник СБУ, которого допрашивали в самом начале процесса. Так вот, сами обвиняемые выявили буквально десятки, если не сотни противоречий между самой записью голосов крымских мусульман в мечети и расшифровкой, которую якобы делал этот оперативный уполномоченный. То есть эти все некоторые мелкие, а некоторые очень существенные несоответствия, они позволили и защите, и самим обвиняемым требовать убрать из материалов дела как недопустимое доказательство вот эту расшифровку, эту стенограмму, которая попросту в некоторых местах не соответствует реальным разговорам, реальной аудиозаписи, которая тоже хранится в материалах дела. Не очень понятно, что послужит для суда основанием. Аудиозапись, которая вот она оригинальная, на диске записанная, или стенограмма, которую сделал сам же оперативник ФСБ, очень много допустив несоответствий, очень много ошибок, в том числе из-за незнания там крымско-татарского, арабского языка и так далее. Вот эти три вывода таких каких-то фальсификаций или ошибок следствия, или там несоответствия с действительностью, вот уже можно сделать на протяжении почти 3 десятков заседаний. Антон, большое спасибо, что включились к нам. И большое спасибо за комментарий, такой подробный рассказ. С нами уже на связи есть уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. В контексте обсуждения судебных процессов над гражданами Украины в аннексированном Крыму и соседней России важно озвучить и последние новости. Речь идет о заявлении Людмилы Денисовой украинскому изданию «Укринформ» касаемо обмена. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Вы заявили в украинскому изданию «Укринформ» о том, что 86 крымских татар включены в список на обмен между Украиной и Россией. Если говорить про обмен, то о каких предполагаемых, прогнозируемых датах можно говорить? Вы знаете, я бы не стала говорить о датах, поскольку человек суеверный. И любая дата, она может быть неправильной. Лучше ее ожидать. Возвращение, каждый день ожидать возвращения наших граждан. Но все-таки можно ли очертить хоть какие-то перспективы? Можно ли говорить о каких-то гарантиях или вероятностях того, что этот обмен все-таки состоится? Или есть ли хоть какие-то там, процентном, возможно, соотношения, что обмен все-таки состоится? Вообще эти прогнозы делать вещь неблагодарная. Я только ориентируюсь на то, что говорит президент, что президент предполагает это сделать в марте до следующей встречи в нормандском формате в апреле. Какие действия были сделаны? Действия сделаны следующие. Мы отдали свой список, нам дали список пожеланий. О каком списке идет речь? Вот если подробнее рассказать, о каком списке со стороны Украины идет речь? Я говорю о списке со стороны Украины. Именно тот список, который ведем мы, это 115 граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно удерживаемые, и также во временно оккупированном Крыму. Вот я говорю об этом списке 115, из которых 86 – это крымские татары. А в издании «Укринформ» вы говорили о списке из 200 заключенных? Или это все-таки список состоит из нескольких частей. Ага. Это 115 – это граждане Украины, которые удерживаются на территории Российской Федерации временно оккупированного Крыма, и граждане, список которых меняется, потому что устанавливают присутствие, наличие наших граждан на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. И вот там цифра может меняться. У меня она одна, у соответствующих органов может быть другая. Я формирую этот список граждан, которые содержатся в Донецкой и Луганской областей, удерживаются незаконно, из обращений самих граждан Украины, которые там содержатся, из обращений родственников, родных, близких, друзей,
а также от мониторов и от правозащитных организаций. Можно ли говорить, что это будет обмен всех на всех, в формате всех на всех, или это все-таки не полные списки, как со стороны Украины, так и со стороны России? Но вы знаете, хотелось бы, чтобы это было возвращение всех. Но там как пойдет. Добивается наш президент возвращения всех. И мы такие, да. О каком механизме обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией можно говорить? То есть вот каков этот механизм обмена? Вот возможно, с юридической, говорю с политической точки зрения. Вы все равно говорите обмен. Возвращение, окей. Я возвращение украинских граждан наших граждан, да, которые находятся на территориях, которые сегодня нам недоступны в том числе. Но возвращение украинских граждан предполагает то, которые незаконно удерживаются. И то, что мы будем России отдавать и российских граждан, которые вот у нас смотрите, удерживаются. Я говорю только о том, какой частью работы я занимаюсь. Договорились? Да, но можно ли все-таки, можете ли вы озвучить все-таки хотя бы какие-то очертания того, как этот механизм может выглядеть? Я не уполномочена это озвучивать. Я работаю вместе с теми, кто этим процессом занимается, над возвращением наших граждан. Людмила Леонтьевна, а вот Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, буквально сегодня в комментарии Громадскому радио предположил, что крымские татары, которые сейчас находятся в российских тюрьмах по политическим мотивам, могут отказаться принимать участие в обмене, если узнают, что, я цитирую, их могут поменять на бандитов. Вот это цитата. Знают ли... уведомлены, скажем ли так, украинские граждане, которые находятся в заключении, о том, что обменный процесс уже запущен, возвращение украинских граждан, процесс возвращения уже запущен, и на каких условиях будут менять? Еще раз, мы не говорим об условиях. Я говорю о возвращении граждан. И каждый, кто сегодня из наших ребят, и в том числе есть и женщины, которые находятся в местах несвободы, на территориях Российской Федерации, временно оккупированных, они каждую минуту ловят сигналы от нас положительные, что процесс идет и что возвращение их неизбежно. Они это знают, что процесс идет. Большое спасибо вам за комментарий, за то, что нашли время к нам включиться в эфир. Это была уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Говорили мы с ней о возможном обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Людмила Денисова называет это возвращением украинских граждан. Но, собственно, возвращение украинских граждан предполагает и то, что Украина будет возвращать в Россию граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах. А сейчас с нами на связи уже есть спикер Amnesty International в Украине Мария Гурьева. И с Марией мы хотели бы поговорить оставшиеся несколько минут эфира о том, как правозащитное сообщество поддерживает украинских граждан, политических заключенных, которых в том числе вот судят обсуждаемое сегодня второе бахчисарайское дело Хизбут Тахрир, и Amnesty International запустила кампанию поддержки Сервера Мустафаева. С нами уже на связи Мария. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Почему Amnesty решила обратить внимание именно на это уголовное дело, и в чем заключается поддержка Сервера Мустафаева? Насправді ми слідкуємо за багатьма справами, які зараз відбуваються, і загалом за ситуацією в Криму. Зокрема, Amnesty робила доповіді про ситуацію в Криму і одразу після анексії і пізніше. І зараз ми продовжуємо моніторити ситуацію. Специфіка нашої діяльності полягає в тому, що ми, оскільки ми не можемо, скажімо так, у нас немає ресурсу покрити всі справи або допомогти всім людям, то ми зазвичай робимо інформаційні кампанії, в яких привертаємо увагу до якоїсь однієї справи, до якоїсь однієї людини, але говорячи про цю людину, привертаючи увагу до неї, ми тим самим привертаємо увагу до цілої проблеми. Наприклад, у нас є Мір Усейн Куку, як такий людина, через яку ми про це говоримо, і от Сервер Мустафаєв ще один, але безумовно ми не забуваємо і про інших кримських татар, і не лише кримських татар, яких несправедливо судять у Криму. Ну, в том числе и нашим радиослушателям можно напомнить о том, что Amnesty International в Украине делала информационную кампанию в поддержку похищенного, насильственно похищенного Эрвина Ибрагимова, крымского татарина, которого до сих пор не нашли.
В чем заключается эта информационная кампания и поддержка? Є декілька аспектів. Один – це такий медійно-публічний. Наприклад, ми опублікували це так звана акція термінової допомоги, коли ми описуємо ситуацію та пропонуємо людям широкому загалу певний формат дій, тобто що кожна людина може зробити. І ми пропонуємо це не лише в Україні, але і за кордоном. Тобто ці акції термінової допомоги, вони виходять англійською мовою і всіляко поширюються на інші країни. В даному випадку щодо Сельфіра Мустафаєва є акція термінової допомоги на сайті, є зразок листа військовому прокурору Російської Федерації, і якщо вам не байдуже, можна зайти на сайт і за цим зразком оформити свій лист в довільній формі, там є рекомендації, як це зробити, і вимагати, власне, його звільнення, і в той же час надання медичної допомоги, тому що ми знаємо, що в нього і в кількох людей, яких судять разом з ним, є серйозні медичні проблеми, і Російська Федерація зобов'язана надати медичну допомогу. Ну і, безумовно, звільнення – це теж така важлива вимога. Мария, а получали ли вы уже ответ от российских властей, вот если говорить о письмах российскому прокурору военному? Это такая отличительная черта вашей акции, потому что вы в том числе призывали писать письма российскому прокурору и в рамках кампании поддержки Эрвина Ибрагимова и Эмира Хусейна Куку. Была ли уже какая-то реакция с российской стороны? Написання листів, підписання петицій – це так чи не єдиний інструмент для нас тиску на такі держави, як Росія. І ми точно знаємо, що вони отримують листи від людей. Ми точно також знаємо, що самі ув'язнені отримують листи, їм передають ці листи в СІЗО, і вони слугують великою підтримкою для них, перебуваючи там. Безумовно, реакції від Росії немає, і ми, чесно кажучи, її не очікуємо, тому що є ситуація з правами людини, яка існує в Росії, з тим, наскільки вони намагаються приховати порушення прав людини в Криму і взагалі не помічати їх якимось чином, знаєте, так затушувати, не годі очікувати, що вони підуть на діалог з Міжнародною правозахисною організацією. Але тут саме в публічному тиску вони в першу чергу просто повинні знати, що люди спостерігають за ситуацією, що люди бачать, що відбувається в Криму, і що, наприклад, їм це не зійде з рук. Так ми знаємо багато випадків, коли от людей, яких незаконно отримували, після того, як починали надходити листи, чи самим людям, чи адміністрації, чи СІЗО, чи прокурорам, до людей починали ставитись обережніше. Їх могли привести в кращі умови, їх могли перестати катувати, їх могли просто намагатись не чіпати. Тобто іноді це в різних країнах могло призводити і до звільнення також. Але, безумовно, звільнення – це такий далекий крок, на який треба дуже-дуже багато працювати і дуже тиснути. Тому що Російська Федерація – це не з тих країн, які будуть поважати права людини. Мария, большое спасибо, что нашли время включиться к нам в эфир. Это была Мария Гурьева, спикер Amnesty International в Украине. Говорили мы с ней об правозащитной поддержки политических дел в соседней России, в аннексированном Крыму. Обсуждали мы в эти полчаса, уже больше, чем полчаса, второе бахчисарайское дело Хизбут Тахрир. Оставайтесь с нами. Дальше будут мои коллеги в эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Продолжается программа «Крымский вечер». В прямом эфире радио Крым Реалии. Алена Бадюк, Елена Римовская вернулись ненадолго в эту студию, но мы обязательно расскажем еще вам о новостях завтрашнего дня. Самое время напомнить, что коронавирус никуда не делся. Целые полчаса вы существовали без новостей об этой болезни. Но мы это исправим. Да, но это исправил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что коронавирус может сделать Крым востребованным у туристов. Не исключает он, что именно вот эта угроза распространения
распространения коронавирусной инфекции в Китае и Юго-Восточной Азии приведет к тому, что в Крым поедет больше туристов. Не теряет надежду Сергей Аксенов, и вот что он заявил. Это цитата далее. «Крым с учетом нынешних ограничений по коронавирусу становится курортом номер 1. И боюсь в хорошем смысле, что в этом году будет очень много людей. Если сейчас Китай закроется, азиатские страны закроются, я не исключаю, что крымское направление будет супер востребовано», так сказал Сергей Аксенов. В то же время он воздержался от прогнозов относительно количества туристов в Крыму в этом году. Если я правильно понимаю, журналисты задали ему вопрос, отталкиваясь от прошлогодних цифр, от этой цифры якобы 7 миллионов туристов по версии российских властей Крыма. Может ли эта цифра возрасти в этом году? И сказал Сергей Аксенов, что, по его мнению, полуострову необходимо концентрировать усилия сейчас не на увеличении числа отдыхающих, а на улучшении качества их обслуживания. Вот, в частности, рассказал Сергей Аксенов также, что в Крыму скорая закупает оборудование для борьбы с коронавирусом. И мы сегодня в первой части нашей программы в новостях рассказывали уже о том, что все-таки количество заболевших в Китае уже уменьшается и закрываются уже даже специально построенные ранее больницы, в которых находились те, кто заболел коронавирусом, поэтому, скорее всего, ожидания Сергея Аксенова не оправдаются, но не будем пока его огорчать. Но я воспользуюсь случаем и проанонсирую наш завтрашний дневной эфир. Вот мы решили как раз завтра днем разобраться в том, насколько корректно заявление Сергея Аксенова, действительно ли российские туристы, которые сейчас составляют большинство в турпотоке в Крым, действительно ли они могут променять Азию именно на Крым, и вообще как коронавирус повлияет на туристические предпочтения в этом году, и стоит ли вообще ехать отдыхать куда-то, учитывая вот такую вот угрозу заражения этим особенно вирусом. Учитывая, что Крым все-таки является аннексированной территорией, и это признали большинство стран мира. К другим новостям идем. На выходных стартовало пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Я должна сказать, что сегодня увидела массу сюжетов по этому поводу в местных крымских СМИ. Пассажиры первого рельсового автобуса поделились своими впечатлениями, к примеру, и туристическому порталу Крыма. «Я ждал этого события с 80-х годов, и вот оно свершилось», заявил один из пассажиров. «Это даст нам больше возможностей, больше новых ярких впечатлений. Это отличная возможность, не имея машины, провести выходные с семьей в другом городе», отметил другой пассажир. Среди первых пассажиров артисты керченского вокального ансамбля «Любава». 3 коллеги и подруги специально взяли билеты на первый рельсобус. Вот как бы вы жили без этой информации? Вот что рассказали жители Керчи по поводу открытия нового маршрута в комментарии телеканалу «Крым-24». Узнал, что открыли этот рейс. Хочу посмотреть, проехать, посмотреть солнечную Анапу. Она уже солнечная. Ну и потом поделиться впечатлениями со всеми своими близкими. Для расширения кругозора. Я там в 56-м году в Анапе был. А так с моря заходили, но больше не появлялся. Ну а Темрюк, то есть Тамань, немножко так проведывал. Ну, хорошее дело. Пенсионерам скидка есть, в общем. До Тамани едем мы бесплатно, очень-очень удобно. Ну вот один пассажир с 56-го года ждал этого события. Ну, наверное, для него это хорошее позитивное событие. Напомним, что Украина считает незаконным как само строительство моста через Керченский пролив, так и любые виды, даже рельсобусные виды сообщения между аннексированным Крымом и Россией. И успеем еще сказать, что в Крыму мужчина отметил 8 марта и лег спать на оживленную трассу. Вот без этой новости мы бы точно сегодняшний Чем закончилась эта история? Не подготовим. Его все-таки заметили, что хорошо, как пишет издание «Фортпост», весной на дорогах Крыма нередко можно встретить, например, ежиков, но иногда и нетрезвых мужчин, которые выползают на проезжую часть, чтобы погреться и выспаться. И вот один такой случай произошел в Бахчисарае, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым-Севастополь ДТП» соцсети ВКонтакте. Ну, судя по тому, что его все-таки как-то там заметили, то, наверное, все-таки и помогли. Празднование было успешным. Ну, будьте осторожны, пожалуйста, когда празднуете какие-то такие мероприятия, потому что все-таки нужно беречь свое здоровье. О последствиях тоже нужно подумать. Алена Бадюк и Елена Римовская были с вами на протяжении этого часа. Слушали программу «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.